Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня в нашей студии врачи. И я первый раз разговариваю с людьми этой профессии. С людьми, профессия, которая подразумевает все равно некую тревожность. Поэтому у нас всегда же какое-то уважительное отношение, с каким-то трепетом мы вспоминаем своих врачей. В гостях Анатолий Михайлович Потапов, комбустиолог, врач высшей категории ожогового центра Республиканской больницы номер 2, заслуженный врач Республики Саха. Анатолий Николаевич Мордосов, врач-травматолог, ортопед Центра экстренной медицинской помощи. Отличник здравоохранения Российской Федерации, ветеран боевых действий, участник СВО. Анатолий Игнатьевич Слепцов, вы его знаете по нашим эфирам, писатель, хирург. Лет 5 назад думали ли, предполагали ли, что будет такая ситуация в стране, и вы будете востребованы там? В том положении, в том моменте, как сейчас, что сейчас происходит, разумеется, нет. Но, безусловно, мы, как врачи хирургического профиля, мы всегда пребываем наготове к тому, что возможны различные ситуации, экстренная помощь. Будь то при перелете на самолете, на транспорте, в быту. Если что-то случается, мы всегда отзываемся. Не по закону, а по профессии своей. Знали, что там есть фашизм, но такой, что бандеровцы, все такие движения, и вдруг такое активные боевые действия, конечно, нет. Достаточно долго работал санавиация, потом медицина катастроф и МЧС. Но то, что сейчас творится, конечно, нет. Когда в школе учился, я не думал, что стану врачом. В армии попал в учебку санинструкторов. И вот с этого и пошел мой путь в медицину. Окончил медицинское училище, потом мединститут, и вот стал врачом. Разделить медицину военную и гражданскую, конечно, в некоторых аспектах можно, но когда вот сельский хирург, он постоянно наготове, да. Я 15 лет вот заведовал отделением хирургическим, и день и ночь, даже отпуск не был поводом для расслабления. Когда работал в деревне, ощущал себя как на войне. Те же огнестрельные, те же ножевые и так далее. С чисто человеческой позиции это, конечно, тоже было как-то неожиданно, что вот вдруг Россия и на братскую Украину. Со многими украинцами я и в армии служил, и учился. В институте у нас 2 парня из Луганска были, однокурсники мои. И как-то вот это обстоятельство, конечно, выбивалось из простой человеческой картины. А так вот по профессии, как бы больших таких потрясений я понимал, куда и что там по медицинской части. Ну и то, что я начинал санинструктором и дослужился до заведующего, до заместителя главного врача, понимание всей этой организации у меня было, конечно. Когда потребовался врач, который имел сертификаты и хирурга, и судмедэксперт, казалось, что у нас 2 человека по республике, и более-менее свободный был я. Работа здесь и там отличается кардинально, да? Хирург, он работает там, он многопрофилен. Если в гражданской жизни хирург абдоминальный оперирует только, в основном, брюшную полость, нейрохирург оперирует травму головы, черепа, позвоночника, травматолог, ортопед, он занимается скелетом и так далее, и так далее. Окулист, допустим, глазами. Там хирург, он универсален. И человек, когда работает одним и тем же годами, и когда едешь туда, это непривычно сперва. И пострадавший и раненый тебя не ждет. Потому что один на столе, когда с ним работаешь, а в коридоре лежат еще много людей. И времени нету на обдумывание, выбора нет. Первоначальной никакой диагностики, конечно, как здесь нет. Там вы прямо... Да, и это тоже осложняет немножко. Потом осложняет то, что когда бывает большой наплыв раненых, бывает бессонные сутки. Первые сутки мы не спали 4 дня, по-моему. 4 дня? Да. Как это можно выдержать? Так вот, оказывается, человек может выдерживать. Когда ты спасаешь жизни,
Вот, это, оказывается, не в счет. То, что ты спал, то, что ты не поел, не то, что вовремя, а нормально. Вот. И работаешь, работаешь, работаешь. И вот когда коридор на некоторое время опустевает, вот, освобождается, вот, тогда вот выдыхаешь и вот смотришь, вспоминаешь эти дни. Подожди, сегодня же который день я не сплю. Вот. Оказывается, как будто как один день прошел. Вот. Ну, не то чтобы шокирует, непривычно. А так-то мы психологически все подготовлены. Все, кто туда идет, во-первых, мы же все добровольцы. Вот. Допустим, надо мной смеялись сперва, в первые дни. Вот гуманитарка приехала, гуманитарная помощь. Почему? Ну, шутки, молодежные шутки, там же все молодые ребята. Тебя как зовут? Антон Николаевич, да ладно, будешь Толей. Вот профессор рядом. Тебя как зовут? Ну, Александр Филиппович, да, будешь Сашкой. Через буквально несколько дней, Антон Николаевич, помогите, пожалуйста. Александр Филиппович, подскажите, пожалуйста. Осложняет обстоятельства непривычные. Потоком идут, экстренные все. Я работаю в плановом отделении, допустим, в ортопедии. Там операции запланированные за несколько месяцев, за недель, за часы подготавливаешь больных. Готовишься сам. Ну, там даже времени на эмоции нет. Я потом, оценивая то, что произошло со мной за все эти командировки, вот, ты гордишься тем, что, оказывается, ты можешь удерживать такие нагрузки и перегрузки. Боевые действия, начались невозвратные санитарные потери. И республике информации нет. Создался вакуум. Общественность начала возмущаться. Никто не знает. И тогда глава республики, вот он принял такое решение, отправить туда специалистов. Через Министерство здравоохранения мы были первые. И все составляя список, реестр, и Светлана Николаевна. Туда допустили как врачей или... Мы пришли, нас не признают. Особенность военных врачей, гражданских врачей, они ставят себя специфически выше, потому что они решают более такие жесткие. И поэтому к нам, гражданским врачам, какое-то снисхождение. Ну, ты кто такой, что тут здесь пришел? Но обаяние Светланы Николаевны, наши суровые якутские ФАЦИС. И мы проходили по всем госпиталям, составляли список, искали своих земляков. Мы в Москве поработали по всем госпиталям, потом в Санкт-Петербург поехали по всем госпиталям, там очень. И там врачи уже более знаем и говорят: вы, ребята, если хотите получить более реальную информацию, езжайте в Ростов. И они говорят: там ваших земляков тоже много. Там уже были волонтеры, наши якутские женщины, вот я ими восхищаюсь вообще. Полковник Гусев говорит: да, такая ситуация, учитывая то, что ваши бойцы герои, мы, говорит, к вам тоже будем. А потом посмотрели, здоровый вот такой зал, и стоят станки, ну, какие-то приспособления. Вечером 3 или 4 машины раненых привезли, и всех вот так разложили. Ой, там каких только травм нет. Я захожу в ординаторскую, представляюсь, и они там, и там 2 заслуженнейших врача. Работа напряженная, говорит, и на меня смотрят. Ну, ты, типа, молодой человек, я по сравнению с ними. Что вы умеете? Я говорю: ну, я комбустиолог. Ну, да, ожоги, отморожения есть. Я говорю: травматолог гнойный. Ну, да, говорит, меня провели. Им говорю: не буду вмешиваться в вашу жизнь госпитальную. Это ваша территория. Позвольте мне, я буду приходить 9-10 и сразу пойду в операционную. После операционной перевязочную гнойную. Ну, давай. И пока контроль был, день-два, снисхождение. Но я вспомнил, как раньше меня учили мои учителя. До обеда операция, там 3-4 реампутации, там вот это. После этого иду гнойную перевязочную, и где-то, а я уже 5-6, пора ужинать и спать. Меня вот мотивировало там, да. Вот честно сейчас говорю, вот я сейчас в ожоговом отделении, нас же опустили, мы сейчас оказываем медицинскую услугу. Как те же официанты, как те же парикмахеры, оказываем услугу.
приходит в отделение, вместо того, чтобы доктор нет, а мы будем жаловаться. Любая жалоба – это обоснованная, доктора мы все знаем. А там, после операции, тот солдатик, который ночь не спал перед этим, после операции ему гноет, текается лишнее, это болевой синдром, ходит, и он утром, когда в палату заходит, спасибо, доктор, спасибо, доктор, спасибо, доктор. Там было комфортно работать. Просто из-за того, что когда ты идешь, к тебе обращаются с таким образом, как вот человек, который реальную помощь оказал. И они, солдатики, бьют. Спасибо, доктор, спасибо, доктор, спасибо, доктор. Таких только людей нету, каких только национальностей нету. Приехал сюда домой. Первым делом спрашивает: а сколько ты заработал? Я говорю, сохранение заработной платы, говорят. Командировочная, на еду это. А что ты тогда ездил? Буря эмоций, вот это возмущает. А что ты там делал? Но там настоящие человеческие отношения. Там совершенно другие человеческие ценности того, чего сейчас дефицит. Там идет война, реальная операция, война. Там совершается история, передел мозгов или что-то там. Там ребята уже относятся. Вот это белое, вот это черное. Это фашизм, это мы. Придут оттуда эти ребята. Инвалиды, это понятно. Там около сейчас 7 тысяч боевых воинов, реальных героев придут, окунутся в нашу среду, где что? Мажорчики. Слово-то мужское сказать не могут какие-то. То ли мальчик, то ли девочка. Много же сейчас стало таких, да? Там дураков нет, они видят. Прочее. Где вы были, когда мы воевали, когда вас защищали? Где, чем вы занимались? Те, которые материальные ценности добыли не руками, а при помощи тетек, дядек, мамок, папок. Таких много, вещи называть надо. Вот им спросят, как интегрировать, как вот этих ребят вести. Реабилитации как таковой нет. Не дай бог, криминал уйдет эти ребята. Не дай бог. И потому надо вот как-то интегрироваться в здравоохранение министерства, министерство МВД, все это, и какой-то комплексный план. Наверное, это есть уже. Но это очень большая проблема. Большая проблема. Очень большая проблема. И поэтому эту проблему надо раскрывать. Современные методы войны, они не на то, чтобы до конца уничтожить человека, да, в основном, чтобы ударить по экономической составляющей государства. И все и мины, и снаряды, все вот эти противопехотные эти мины, да, они все предназначены для того, чтобы покалечить человека. И фосфорос, содержащие же эти снаряды, запрещены, по идее, по конвенции, а там используются. Были парни с ожогами от фосфора. Вроде бы, с одной стороны, считается бесчеловечным, а с другой стороны, используется. Анатолий Михайлович правильно говорит, что нужно пересмотреть, все соотнести с теми обстоятельствами, которые творятся там. Это все равно придет сюда. Может постепенно, а может сразу. И поэтому судебная система у нас, по-моему, не приспособлена к тому, что будет. Кадровая политика тоже совсем не так поставлена, на мой взгляд. Не только в здравоохранении, но и вообще по всем ветвям, по-моему. Сейчас как бы тенденция такая, что главы там улусов, наследков поехали воевать. Да, то они хотя бы будут в той же, так сказать, массе на равных. И когда вернутся, то с этой стороны хоть что-то будут понимать. Время от времени наши бойцы вообще потрясают вот это вот информационное поле, да? И касательно вашей профессии. Читали, наверное, да, 3 месяца, 4 месяца назад боец сам отрезал себе ногу. Вы можете прокомментировать? Есть же понятие сила воли человека, сила тяга к жизни. Вот, допустим,
Вот наш крайний герой Григорьев, когда он давал интервью, он же говорит, когда его спросили, как ты выжил, он говорит, я обещал своим детям вернуться живым. Вот. А я говорю, когда провожаю своих знакомых, друзей, я говорю, возвращайся здоровым. Не только живым, а живым можно вернуться без ног и без рук. Я говорю, здоровым приезжай. И вот у человека такая вот сила воли, что он пытается выжить любым способом. Будь то в тайге, в крупном городе, ну и в таких ситуациях экстремальных. Вот. Это какую психологию, психику надо иметь, чтобы, невзирая на то, что он часть свою отрезает своим же ножом, это он, значит, обладает очень мощной, хорошей и здоровой психикой. Сосуды, кровеносные артерии и так далее. Вот он же не врач. Наверное, разделывал, может быть, дичь. Мы же якуты, как выросли в тайге все, в Валасах. Наши родители, мы сами, когда разделываем на охоте и дома вот, продукты добычи, вот, все равно все видим с детства, где как, ну, допустим, мы не разделываем в основном топорами, а разделываем ножами, допустим. С детства привыкли более выгодно, более рентабельно, более экономно, как это отрезать те или иные части. Это же аффект, аффективное состояние в то время. Вот. И да, вы правы, сосуды, нервы. В данном случае я не могу сказать, куда он их, как он их легировал профессиональным языком. Вот. Может быть, он прижигал их, может быть, скорее всего, они пришли не в годность. Вот. Когда нога начинает гнить, долго воспаленная находится, вот, сосуды, они спадаются, но не магистральные сосуды. Допустим, если жгут стоит больше 6 часов, то ну, это должно быть знание того, что вот нога отмирает, и эти ткани мертвые уже как бы выделяют некоторые вещества, которые, если распустить жгут, то они забьют почку. И в основном-то так называемый краш-синдром, то есть когда синдром длительного сдавливания, да? Вот и получается, что этому парню все-таки про этот временной фактор рассказали, и он уже, сколько он там, 17 дней лежал. Ага. И он понимал, что если вот распустит жгут, то все. И чтобы не допустить дальнейшей гангрены, он сам себе отрезал. Ну, говорят, что кость он прострелил из автомата, а так его сослуживцы, говорят, убежали от него, от окопа, там, что вот якут сошел с ума, себе ногу режет. Но факт, что он все-таки сохранил свою жизнь. Человек, который воспитан в духе, когда не чуждые боги какие-то это, а именно свое, вот она, может быть, действительно помогает. Свои божества у нас, недавно Хэллоуин, где все родители своих детей сделали чертями. Это что такое вот? Меня это возмутило. Мне внуки, видите, я говорю, замолчите, это Хэллоуин, это черти, говорю, это посторонний мир, это мешает все это. Это насаждение чуждой идеологии, это война. Надо свой патриотизм. В Советском Союзе пионерия была. Комсомол. Как воспитывали, как идеологически? Ну, Павел Корчагин с криками «Мы это победим». А здесь у нас оценивается в чем? У кого какая машина. Телевизор смотришь. О чем кино? Богатый дом, красивая машина. И о чем идеология? Я того люблю, и я этого люблю. Все смотрят, и мы тоже хотим, но это так не бывает. Надо заработать, надо работать. А у нас это все насаждается. Мы проигрываем, до сих пор идет война. Она всегда шла, идеологическая война. Советский Союз была такую войну выиграли в 1945-м. Когда якутский нож делали, там заклинания всякие говорили, в общем, он как бы, ну, не скажу, что намоленный, но как бы он говорит, что
против своего хозяина этот нож не стал как бы воевать. И даже в руках врага он ничего не смог сделать. И в этом плане тоже имеется часть его победы, что со своей верой человек шел в бой. Да? Есть же понятие тумана войны, да? То, что вот, остается как бы... то, что не стреляет там и не взрывает, а все равно вот, как бы из-под влияет на сознание людей. И этот туман войны тоже вот кроется в том, что вот говорит Анатолий Михайлович. Говорят, что конституционно вроде бы, да, что мы не имеем никакой идеологии, но пора уже как-то найти свою линию развития и кто является вот жителем нашего государства, какой-то критерий, наверное, должен быть. В начале специальной военной операции в соцсетях наших якутских было очень много неприятия этого. Писали открытым текстом, сейчас меньше. Это не ваша война. Что вы идете воевать? Как вы думаете? Мы живем в одном государстве, едином правовом поле. Вот. Это государство нас обеспечивает всем возможность растить детей, бесплатно обучать в школах. Вообще надо вспомнить 90-е годы, что творилось. Конец 80-х, все 90-е, начало 2000-х, что творилось в этой стране, в нашей стране, родной, в родине, на родине. Когда мы стояли в очереди в конце 80-х, когда лавки были пустые. В 90-х, когда мы месяцами не получали зарплату. Когда наш президент стал президентом, Владимир Владимирович Путин, вот сколько возможностей нам дал всей стране. Какие возможности сейчас у нас есть. Везде мы можем работать, хоть на 3 работах, хоть на 4 работах, только работай. Только учись, пожалуйста, куда хочешь. И хотя бы благодарность этому, когда главнокомандующий просит помочь стране, мы как военно обязанные в запасе должны помогать. Я так считаю. Неважно, кто ты, якут ты, тувинец или житель Краснодара. Мы все должны дать свой долг. Кто служил, кто не служил. Ну, когда была объявлена мобилизация, в 22-м же, да, в сентябре, призывали-то, по большому счету, 99% это тех, которые служили в свое время в рядах вооруженных сил, которые имели опыт. Не всех подряд хватали там с учреждений или на улице, как творится в Украине. В основном были это те, которые... И меня тоже призвали, кстати. Повестка пришла. Вот я без колебаний собрал вещи и пошел на призывной пункт. Вот. Даже времени не было попрощаться с семьей. Вот, такое время было. Давалось всего 3 часа. Вот, и дом, квартира, все как стоит, и ты все оставляешь и обязан прийти на призывной пункт. Мы все приучены с детства, мы все родом из Советского Союза, с детства приучили. Сначала, вот, как Анатолий Михайлович говорит, октябрята, пионеры, все были в строю, в обойме, как сейчас говорят. Вот, и до сих пор, когда нам говорят, просят, мы без колебаний идем в помощь. И уж тем более, когда с таким размахом объявляется мобилизация или там призыв в помощи стране, мы тоже не думаем. Мужчина, я считаю, должен не только добывать добычу, но и охранять свою семью, свой дом, свой город, поселение, республику, страну, в конце концов. Это в 2000-е были пафосные слова, а сейчас это, оказывается, очень актуальные слова. Моя позиция все так же и незыблема. Если вот говорят, что не ваше дело и так далее. Когда разваливался Советский Союз, проводили референдум. Тогда, насколько я знаю, 90% населения Советского Союза проголосовало за сохранение Советского Союза. Даже против была Грузия, насколько знаю, Прибалтика, там эти республики. И был даже такой план, чтобы сохранить Советский Союз вот в этом урезанном виде, чтобы, если хочет Грузия, то пусть остается отдельно, и Прибалтика отдельно, но оставшаяся часть остается Советским Союзом. Но кому-то захотелось власти,
побыть президентом, и все решение, желания народа не послушали. И с этого все и началось, я думаю, не в 22 году, не в 14, а гораздо раньше. И мы промолчали. Те, кто сейчас вот там воюет, они в то время под стол пешком ходили, некоторая часть, некоторая вообще не родилась еще. И получается, что за наши грехи там ребята отдуваются. Мы тоже должны высказать свою позицию в этом отношении. Но, с другой стороны, вроде бы врачам как бы легче, да, что с автоматом нам не бегать, вроде бы. Ну, есть наши ребята, которые вместе с отрядом Баутур, допустим, шли просто как санитары. Вот они действительно бегали вместе со всеми по полю боя. Сказать, что это не наше дело, все-таки, я думаю, неправильно. А врачей призывают официально? Официально, насколько знаю, нет. Не призывают и не должны, я думаю, призывать, потому что мы же должны здесь тоже помогать тем бойцам, которые будут возвращаться. Государство столько много денег выделяет, тратит на студента, на обучение. Потом этот человек, который стал врачом, чтобы он набрал свой опыт, мы же обучаемся всю жизнь, это огромное количество денег и времени тратится, идет для того, чтобы взрастить одного врача. Не чтобы вот так вот взять и отправить просто так, это, не знаю, вопрос сложный, вряд ли. В Ростове же был парень, Коля, из Сочи. Да. Он же был мобилизованный, по-моему. Хирург? Да. Такой интеллигентный, культурный такой парень. Но их мало. У меня было отделение неотложной хирургии, ну и напротив там отделение абдоминальной хирургии. И вот я с 3 врачами этих отделений все время работал, там на операциях ассистировал. Ну и наша помощь-то именно тех, кто не состоял в штате, так сказать, была там необходима в том плане, что все врачи уходят на операцию, а перевязки делает только медсестра. А там же и с переломами там гипс наложить, то, что медсестра сама гипс наложит, но обезболить не сможет, хотя бы новокаин уколоть вместо перелома. Да? В этом плане наша помощь была бесценна, по-моему. Наша республика, кажется, была одной из первых, кто именно оказал такую помощь. После нас уже были студенты из Кавказского университета, студенты Алданского училища туда ездили тоже помогать. Так что там вся Россия представлена. Здоровые воины. Один с костылем, второй рука перевязана, третий весь забинтованный. Идут вот так, ну скажем, очень серьезные. Проходит, останавливается против этого солдатика нашего, поднимает, обнимается. И потом говорит, телефон знаешь, позывной знаешь, то ли с кавказским акцентом. Брат, позвони, приедем, поможем. Я говорю, это кто твои? Он говорит, это мои братья. Вместе воевали, говорит. Вот меня как-то это так тронуло. Бородатые, такие серьезные взгляды на всех, вот осторожный взгляд. И перед ним остановился брат. Меня это как-то очень тронуло. Да, слушай, земляк, наши земляки-то, оказывается, там очень-очень даже северяне издалека. Но дело делает, ребята. Андрей Григорьев, наши танкисты. Да. Создается такое впечатление только о якутах, какие-то легенды. Почему так? Как вы думаете? Потому что в большинстве своем якуты с сел, с деревень. Ребят с детства отцы и деды водят за собой на охоту, на рыбалку, на сенокос. И вот они вырастают приближенные к земле. Деревенская жизнь. Что там лед берут, что там строят заборы для стога сена, там, это же все ручная работа. Когда их призвали туда, когда они уже на земле, на той земле, они к этому приспособлены очень хорошо. Как некоторые сами бойцы говорят, они очень комфортно себя там чувствуют. А ребята с других регионов, они не виноваты в этом, в том, что они выросли в крупных городах, в квартирах на 14-20 этаже. У них жизнь другая совсем. И поэтому
Я слышал такие разговоры, что когда определенная группа очередная приходит из Якутии, ну, по большому счету, из Секутами по национальности, с деревень, командиры из других частей сбегаются именно вот в это определенное место, прося, значит, выдать им одного-пару человек якута к себе в гарнизон, подразделение и так далее. Якуты помогали, объясняли, как себя вести, выживать на земле, в поле, в лесу других людей из других этих регионов. Про ножи здесь с последним случаем это вообще сейчас возвысился до небес, даже летчики показывают, что у них тоже есть якутский нож. Есть законы, запрещающие охотиться и рыбачить. Нас все более и более ужимают и ужимают в правах охотиться и рыбачить. Ходить с зачехленным ружьем, ну, это я не спорю с законом, но я не понимаю, когда человек идет по лесу, по полю, когда вот птица тут же взлетит, и ты пока будешь расчехлять, собирать, он уже улетит далеко. Рыба тоже разбежится, там, дичь крупная, крупнокопытная убежит и так далее. А детям запрещается, значит, ходить на охоту с родителями. Много запретов, в общем. И когда, каким образом наши дети научатся, значит, вести себя в таких вот тяжелых условиях? Другое поколение сейчас взращивается. Очень сложный вопрос. Это хорошо, что вот эти вот ребята, которые там, которых на кончиках пальцев носят, наших ребят, они с того поколения, когда им можно было ходить с родителями, стрелять, там, водить машину там, и так далее. Это нынешнее поколение, не знаю, которое пальцы приучены к гаджетам, сидя в квартире и в домах, насколько они приспособлены к таким условиям. Давайте вспомним какой-нибудь курьезный случай, может быть, или там нет этого. На самом деле, само пребывание для меня это очень уникально. Допустим, я только в детстве в советских фильмах, когда смотрел, трель каких-то жучков. Цикаду, что ли? Цикада, вот. Для меня это в детстве один раз, когда я был на море, слышал такое. Там ночи очень темные. Допустим, вытягиваешь руку в кромешной темноте, кисти уже не видно. Вот такая темнота там. Очень интересно. Ну, там разного рода живности ходят. Допустим, сидишь, какое-то шебуршение. Для меня это очень необычные звуки. Оглядываешься, ничего нету вроде бы как. Неподвижно, когда сидишь, ежики. Оказывается, да, они фыркают, там, видимо, им не нравится, это же их территория. И ты сидишь со своим запахом, со своим габаритом. И вот они, мне кажется, возмущены. Для меня это тоже интересно очень. Запах, там атмосфера совсем другая, иная атмосфера. Степной регион. Очень много ветров, теплый, как у моря, бриз. Но опасно пока. Надеюсь, пока. Люди совершенно другие. Разные люди есть, конечно, когда общаешься с ними. Мы, кстати, лечили и гражданских, в том числе, и детей тоже. И когда они общаются с нами, обращаются к нам, немножко иначе. Говор, сленг, интонация другая. Про акценты я вообще молчу. Интересный тоже, своеобразный. За лентой на юге региона. Для меня было это культурным шоком, то, что Дон, оказывается, не очень широкая река, там как раз плыли две баржи, и я все время смотрю, не столкнутся ли они там. Вот, по сравнению с нашими масштабами, как-то там не очень большая река показалась мне. Слава Богу, в первые дни я услышал такую, как бы, ну, ихнюю такую поговорку, что если взял казачку за руку, то ты должен жениться. Поэтому я никого там не трогал. Ну, и местные там сестры спрашивают, как вам у нас тут, типа в Ростове, что понравилось? Ну, женщины в колготках. У нас сейчас вот все в ватных штанах ходят. Восхитился врачами, которые работают хирургами, ну и всеми врачами, которые работают в Горловской больнице. Он находится недалеко от Донецка, недалеко от Бахмута, известного всем.
там гражданская больница, но она принимала в основном военных раненых. И усталости от них я не слышал никогда. Они сутки через сутки работают, некоторые молодые, в возрасте, все вместе. И чтобы кто-нибудь говорил, я устал, я не пойду, значит, опять привезли, опять меня куда-то там, такого нет у них. Вот это меня тоже вот удивило сперва. Оказывается-то, человек-то может вот, без нытья, грубо говоря, работать. Хохлушки красавицы. Эмоциональные вообще. Вот, ну не сказать, как вот писаное, ну что-то такое есть шарм. Слушай, подкупает. Ну, красавица. У меня была перевязочная медсестра, ну, пожилая женщина по фамилии Коровина. И Нина Андреевна, она вот сама была акушеркой, и вот на старости лет стала перевязочной. И пришла работать в госпитале, тут такое событие, да, и вот она там с ранеными бегает, работает, все. И все время командует там сестрами. Ее все называют генерал Коровин. Она такая, какой я генерал вам? А потом сама стоит на перевязке, шарик берет с перекисью, и только идти к раненому, раз шарик упал, она стоит. Твою дивизию. Нина Андреевна, вы же только дивизиями оперируете. Вы же генерал? Иди. Ну, спасибо большое за беседу, довольно-таки откровенную. Мы узнали много, лично я узнала много, чего я не знала раньше. И оказывается, вот все три Анатолия, и я между ними. Интересно, да, так какое-то совпадение, я должна загадать желание. И я вот загадываю единственное, наверное, желание, которое у всех на устах. Пусть будет победа за нами. Да. Вот, Победа будет за нами. Ага. Спасибо вам большое за то, что приближаете эту победу очень желаемую. И мы ждем уже ее 3 года. В духе вашего пожелания, да? Ковыляет раненый солдат по асфальту мокрому, как жизни книгу по слогам читает заново, осторожно. Костыль скользит предательски, и, видимо, боль сильна. Постоит солдат, озирается, когда же она, победная весна. Спасибо. До следующих встреч.